Дорогие мои, доброе утро. С вами снова Лейла. Так, ну, почти все уже испекла, но все-таки решила с вами поговорить. У нас утро, не очень раннее, конечно, 9 час. Хлеб у меня хоть и есть, но сын мой попросил сделать для него овощи. Ну, думаю, и мама тоже поест их. Что-то у меня мама опять отказывается кушать последние 2-3 дня. Что бы там ей не приготовила, все время ей не хочется. Не знаю. Я ей постоянно раньше давала аскорбинку, витамины, а сейчас уже, ну, наверное, почти месяц, потому что все время, месяца 3 подряд она их принимала, я решила немножко их остановить. Но сейчас, наверное, еще подключу их к витаминам или к аскорбинке, или мне очень хорошо нравятся супрадин, такие витаминки. По-моему, супрадин называется. Надо будет, короче, какие-то витамины взять, чтобы, может быть, у нее аппетит появится. Так, и делаю еще кукурузный хлеб тоже. Заказ у меня от них, от мальчиков моих. Вот стоит вот такой вот кукурузный хлеб, но еще он не спекся. Стоит на медленном огне. Пусть будет, потому что они его постоянно с молоком просят, хотят, едят. Так что приготовлю, поставлю. И у меня еще один этот кукурузный хлеб мне заказали друзья на продажу. Но я не знаю, я никогда не пекла, не продавала, не знаю сколько что. Но заказ я приняла. Тоже, наверное, если успею, сегодня сделаю. Ну вот, на завтрак мы просто сейчас быстренько сделаем эти лепешки. Из чего-нибудь соленья, что-нибудь такое. Я ничего больше готовить не буду. Яичницу тоже никто не хочет. Просто так. Мы иногда так завтракаем. Такие вот лепешечки. Или лечо с ним, может быть, или салат какой-нибудь. И все. И немного, наверное, скажу, что я буду сегодня делать. Я сегодня хочу все-таки сделать забой гусей еще. Надо убрать их. Да, у меня еще были комментарии. Приехали сын. А вы знаете, с сыном постоянно и у меня огорчение. Нет, сын не приехал. Я просто забыла сказать. Он мне первого позвонил и сказал, что работу не докончил. Ему нужно докончить работу. Ну, там какие-то обстоятельства не от него зависящие у него там появились. Что-то такое по работе. И он задерживается. Короче, сдал билет, задерживается и точно не знает, когда приедет. Во-первых, он говорил, что ему предложили какую-то работу. Вроде бы предложение хорошее, не хочу отпускать. На недельке 2 работы. Это он первого звонил. Потом вчера позвонил, говорит, точно не знаю. Мы, говорит, еще определяемся насчет зарплаты, насчет денег. И тогда, говорит, точно узнаю, я буду задерживаться на 2 недели или приеду. Короче, вот так вот получилось, что жду, никак не дождусь его. Очень, конечно, ждала его. Не знаю. Уже больше года его нет. Ну, не больше года, как раз в прошлом году приезжал на новогодние праздники. Так, ну все, друзья, не буду вас больше беспокоить. Просто я с вами поздоровалась. Надеюсь, у вас все хорошо, все нормально. Погода у нас сегодня такая не очень-то теплая. Вчера было так же, прямо жарко-жарко было действительно. А сегодня прямо холодно-холодно. И как будто бы назло, когда мне надо гусей резать. Но резать надо срочно, потому что уже они переедают, друзья. Вот так вот. Ну и вот принимайте теперь мою работу. Зарезали мы сегодня 5 гусей. Я в котельне их чистила. Там не очень-то светло, а у меня тут освещение такое с дневными лампочками хорошее. Поэтому пришла дальше дочищать сюда. Ну и заодно вам покажу свой объем работы. Так. Наверное, вот так вот меня лучше видно. Ну, гуси хорошенькие, конечно, но вы знаете, мои дорогие, они начали у меня практически все нестись. Вот из 4 у меня только 1 мальчик там. И все 4 были уже с яйцом. И уже, по-моему, 3 штуки так несутся каждый день. Я не знаю, вот в это время они бы, конечно,
Не нужно было, если чуть попозже, да, это хорошо. Так, вот хочу вам показать жир. Вот. Вот столько жира с них, я бы не сказала. Иногда у меня в гуси бывали, что вот прямо с ладони у них бывает вот тут вот жир. Вот в этих местах. Ну, наверное, потому что они несутся. Ну, в принципе, зачем они еще более жирнее? Вот смотрите, сколько тут, я не знаю, видно будет, нет? Сколько вот здесь жира. Вот. Короче, вот покажу вам вот таких 5 штук. Но они у меня небольшие, потому что у них и возраст небольшой. Это у меня последние, которых я покупала. Так, это, видимо, они... Да. Вот видите, какие. Ничего, жирненькие, но они не такие крупные. Вот смотрите, вроде бы ели одинаково. Этот гусь прямо желтый-желтый, а эти вот такие вот. Не знаю почему. Вот этот вот хороший. Я их чистила и ставила на улицу, потому что у меня в котельне жарко. Теперь мне их надо дальше дочистить. Тут, конечно, еще очень много перышек, пеньков таких. Это у меня вот поташки такие, видите? Вот. Тут не вся печенка. Печенку я обжарила. На сухой сковороде сделала потоньше. Вот такие вот слайсы сделала. И обжарила их на сковороде без масла. У меня мама так любит. И я так люблю. Причем не только такую. Любую печенку, куриную, говяжью. Делаю тонкие слайсы. Если говяжья, можно чуть-чуть отбить, а то и не надо отбивать. На раскаленную горячую сковородку кладу, потом газ уменьшаю, подсаливаю и все. И великолепно. Без масла, так вкусно. Ну и сегодня маме тоже так в обед сделала. Она поела. Ей очень нравится такая печенка. Так, ну вот немножечко буду с вами поговорю, потому что читала ваши комментарии, на некоторые вопросы так поотвечаю и расскажу о своих планах, наверное, на будущее. Так, заодно я помыла мойву. Я не убираю ни внутренности, ни головы никогда. Я не убирала, не знаю, кто как делает. И мне посоветовала одна приготовить мойву на пару. Я на пару, честно скажу, никогда не готовила, но маме хочу приготовить на пару. И я спросила у подписчицы, как она это делает. Она мне написала, так что будем делать маме на пару, а мальчикам я ее просто обжарю. Но это попозже, на ужин. Сейчас мне надо пока разделаться с этими гусями. Так, я одного, наверное, на кусочки разделаю, а этих оставлю целых, потому что у меня там разделанных много, а все-таки какие-то готовить целые, что же интересно. С младшей дочке хочу одного-двух гусей дать. Я ей в тот раз давала, она ее отварила, говорит: мам, такого вкусного гуся мы не ели. И в этом году действительно тоже мы, который варим, мне действительно почему-то вкус в этом году очень вкусный. Обычно я же всегда говорю, что я не люблю ни гусятину, ни утятину. Но вот в этом году гуси в действительности очень какие-то вот сами по себе какие-то вкусные. Я понять не могу почему. Но это так. И дочка мне еще подтвердила. Да, мама говорит, гусь в этом году вообще. Я раньше же, я говорю, может, потому что молодые. Она говорит, мы же всегда и молодых, и старых, и разных резали. Но такого вкусного гуся, как я, не ела никогда. Так что не знаю, почему они в этом году такие. Но это хорошо. Так. Утром, которые сделала, лепешки и кукурузный хлеб, вы не поверите. Еще нет 5 часов вечера. Они все съели. Ни крошки кукурузного хлеба не осталось. И не осталось лепешек, вот этих без ничего лепешек тоже. Ольги ничего не осталось. Вот любят у меня мои мужчины именно вот мучное и этот кукурузный хлеб, и брачка только так ест. И я ей поставила еще один. Вот один уже съели перед тем, как начать все это делать. Я поставила еще один хлеб.
Быстро замесила и поставила. Потому что он очень просит. И знаете, мне даже и легко, когда вот я не успеваю что-то такое делаю, даже готовить не надо. Они сами себе молоко вскипятят, туда закинут этот кукурузный хлеб и только так его и едят. Я сейчас его ставила, они меня, старший мне говорит, мне Ибрагим сегодня говорит, оставил только 2 кусочка. Может, сразу 2 туда можно поставить? Я говорю, что вы делаете? Столько хлеба кукурузного есть. У меня денег не хватит покупать эту муку. Она дорогая все-таки. Ведро вот это вот было, но даже не 10-литровое, по-моему, было. 500 рублей ведро. Так что... как-то так. Так, вот это вот надо вырезать, вот эту железу, что она неприятный запах делает. Так, и некоторым было интересно насчет моей работы. Я просто не говорила. Ой, вроде бы и не на столе у меня стоит штатив. Просто не хотела говорить, что за работа, как. Потому что не знаю, буду ли я выходить на эту работу, во-первых. Во-вторых, ну и не хотелось как-то раньше времени. Обычно у меня вот, когда я что-то хочу сделать, если я это скажу, то не получается. Поэтому насчет работы, друзья, я не знаю, если честно, я в распутье. Просто, во-первых, в тот день был закрыт рынок, и я не смогла увидеться с рабочими, с работниками этого цеха. Ну, раз начала, я вам расскажу. Это кондитерский цех, говорит он, какие-то, они пекут пироги, булочки, медовики. И теперь, говорит, еще начали делать шаурму. Так, это пусть уже все. Там рабочие есть, кондитеры есть. Ничего делать не надо. Просто дело в том, что хозяин этой кондитерской постоянно на выезде и не может контролировать. Ну и типа, получается, начальник цеха нужен им, чтобы присматривать за работниками, чтобы они вовремя приходили на работу, делали свою работу, делали ответственно. И вот нужен человек, которому, вот как моя дочь говорит, ну и приходил не сам хозяин, а посредник тоже. Типа хозяину нужен такой человек, который, ну просто которому можно доверять, как себе, чтобы вот, потому что зарплата получается, как они говорят, ну вот сколько они наработают, половина моя, половина его, типа, ну кто туда пойдет работать, я не знаю, я еще не ответила, да или нет, потому что я не знаю. И просто так кота в мешке, получается, идти, не знаю, сколько там будет, какой будет заработок, мне тоже не хочется. Хотя просто прельщает то, что мне самой не надо работать. И, ну, да, и работать не надо, и закупать ничего не надо, просто присматривать. Я говорю, закуп тоже, я говорю, мне надо делать. Нет, говорит, и закупать. У них есть свой человек, который закупает что им нужно. И работники есть. Просто, действительно, если, как я поняла, это получается, им нужен начальник цеха, который будет присматривать за рабочими. Чтобы все было нормально. Не знаю. Но вроде бы так, вроде бы интересное предложение. Я бы согласилась сразу же, если бы мне поставили определенную зарплату, если честно. Вот единственное, что меня вот не устраивает, то, что вот что будет напополам. Я так не знаю, я так не хочу, по крайней мере. Откуда я знаю, сколько там, вдруг вообще не будет заработка, это мне что, месяц туда ходить, и если там у них не будет идти торговля, тут же такое дело, что сегодня наторгуешь, завтра нет. И вот не знаю, тем более я не видела коллектив, чтобы посмотреть с ними, поспрашивать даже их же, можно было бы спросить, как и что. И в тот день я не смогла их увидеть, потому что рынок был закрыт. А еще раз поехать у меня пока не получается. Ну, я ни да, ни нет им не сказала. Дочка говорит, мама, может быть, все-таки месяц поработаешь, да посмотришь.
Но вот не знаю, действительно, думаю и не знаю, что делать. Пока мальчики-то дома, я бы справлялась, конечно. Как им же тоже надо будет и на работу, и на учебу. Мама будет опять, ну не одна сестра, опять сестра только может приезжать, например, ну 2 суток она у меня может быть. Третий день, не третий день, а ну, у нее 3 суток она дома, на 4-й она работает, но все равно ей же к себе домой надо и все. Вот только это тоже останавливает. Вот честно не знаю, друзья. Вот так вот насчет работы. Мне еще одну работу предлагают, но она уже более как-то, более приемлемая, если так, по тому, как на мои услуги, ну, чтобы мне было легче. Но тут, конечно, не надо работать, но не так сильно. Тоже я не буду пока говорить, что заработать, не просто так, чтобы не говорить или что-то. Но действительно, если я откажусь, я потому что про эту работу сказала, потому что я все-таки, мне кажется, я от нее откажусь. Я поэтому и озвучила, что за работа. А про эту работу я немножечко промолчу, потому что точно я не знаю. Вот если я более склонна к этой работе, хоть не здесь работать надо, но ничего. И тут тоже я еще не знаю, какая будет зарплата, поэтому тоже жду. Но эта работа еще не готова, там еще нужно кое-что сделать, чтобы выйти на работу. Но, скорее всего, если меня устроит там зарплата, то я, скорее всего, выйду. Потому что здесь уже не надо, ну, я вам немножко скажу, раз уж начала, здесь только до обеда работать. Вот. Поэтому мне более удобнее. И ездить не надо. Самое главное, что я буду здесь в селе. Если я выйду туда на работу, то эта работа здесь в селе. Поэтому, мне кажется, более к этой работе у меня больше душа лежит, чем ездить на Зрань каждый день, с утра до вечера. Это и на дорогу деньги уходят. И если что, с селе недалеко, я могу в любое время прибежать, прийти. Прибежать нет, но приехать, да. Поэтому вот как-то так, друзья. Опять раздумываю о летом, что я буду делать. У меня же огороды, цыплята. Надо будет или работа, или это. Потому что когда я раньше работала, сын заставил меня убрать и огороды, и живность, потому что он видел, что я страшно устаю. Вот так вот, мои хорошие. Ну ладно, больше не буду вас мучить. Немножко с вами поболтала, и вы немного обо мне узнали. Теперь дальше я их дочищу. А к ужину пожарю мойву и, наверное, немножечко вам покажу, как буду жарить свою мойвочку. Так, мне надо сейчас хорошенечко все почистить, опалить. Одну, как я сказала, разделаю. И, наверное, буду завтра варить борщ. Давно я борщ не варила. Мяса у меня нет. А с гуся почему бы и нет, не сварить бы борщ, да? Мне кажется. Вот так вот. Тем более будет жирненький. И, как я сказала, мясо гуся очень вкусное было на этот раз в этом году. И у меня, которая покупала, вот гусей тоже мне говорила, что очень вкусное, очень вкусное мясо. Она у меня их купила, сказала, что ей кто-то посоветовал, что после ковида хорошо есть гусиное мясо. Ну, не знаю, насколько это правда или нет, я не знаю. Так, ну ладненько, сейчас немножко отключу вас и поработаю. Так, друзья, гуси я опалила. Все-таки хочу вам показать. Почистила, опалила все, эти пеньки все убрала. Посмотрела, сама захотела посмотреть, сколько весит один гусь все-таки. Ну, не то, что они разные. Вот этот вот большой. Не знаю, сколько он будет весить. Ну, ради интереса взвесим. Никак до микрофона у меня дело не дойдет. Так, 4 килограмма. Самый большой, видите? Вот те, которых раньше резала, были и по 5, и по 6, и по 4 500. Этот самый большой по 4. Значит, они еще меньше, потому что это самый большой. Но я как сказала, им по 4 месяца только, они молоденькие. Ну и оказалось, по-моему, это не чистокровный
Нечистокровная Линда 3 килограмма, видите? Потому что они не росли так быстро. Так. Ну и все они, наверное, вот такие по 3 килограмма. Это 3200. Ну, это девочки, поэтому они такие, наверное. Мальчики были покрупнее. Так, это 3400. Постоянно видел, что это. Ну, вот так вот. Это. Ну, ладно, раз начали, то до конца взвесим всех. Теперь шейку отрежу. Здесь ровно 3 тоже. Вот 2 по 3, 1 3200, 1 по 400 и 1 400. Ну, нормально. Жирненькие, но не крупные. Так, все, теперь будем дальше их мыть. Тут я, видите, немножко кожу повредила, когда чистила. Так, ну, я нехорошо опалила. Ага, да. Ну, сейчас доделаю и дочищу. Так, и, друзья, я хотела насчет еще поговорить. Ну, сказать на вопросы, хотела ответить, не на все ответила. Так, ну все. И, друзья, меня еще спрашивали, что я делаю с пером. Выкидывали ли я перо гусей. Ну, вот эти вот крупные, конечно, я выкидываю. А пух и рядом с пухом, которые такие, ну, более мягкие перья, я не выбрасываю и делаю подушки. Все подушки в моем доме из пера и пуха гусей, в основном даже из пуха. И я их не выкидываю, и сейчас не выкидываю. Я сначала их стираю, потом сушу и делаю подушки. Вот, почти на одну подушку у меня уже лежат. Ну и в запасе все мои подушки из пуха. Вообще-то, в принципе, друзья, было бы хорошо, если бы, как раньше, у нас все было натуральное. У меня, например, я помню, моя бабушка... Так, по-моему, у меня уже испекся кукурузный хлеб, что-то запах пошел. Моя бабушка стегала одеяло из шерсти, из натуральной чистой шерсти. Так, да, кукурузный хлеб готов. Так, пусть постоит, а то у меня руки грязные. И я помню, как она чесала эту шерсть, сидела все лето и стегала на заказ и на продажу, стегала одеяла шерстяные, вот чисто шерстяные. Они были атласные, шелковые, с одной стороны, с другой стороны там или сатин, или ситец, что-то такое было. Я помню, бабушка этим занималась. И действительно, это все, по-моему, намного лучше, чем сейчас вот эти вот искусственные вискозные одеяла, подушки, которые делаются. И матрасы у нас почти у всех были не ватные, как раньше были ватные же, а были шерстяные. Тоже мы делали сами. Моя мама сама делала матрасы шерстяные. Ну, такие были времена. Сейчас, конечно, все изменилось. Но вот подушки у меня всегда из пуха, но одеяла, конечно, уже нет, искусственные. Вот так вот, друзья. Небольшая история, так можно сказать. И что я делаю с гусями, рассказала. И у меня еще один вопрос там постоянно задают. Почему я никогда не говорю о внуке? И спрашивают, что нет детей у старшей дочери. Друзья, у старшей дочери есть сын. Один мальчик, которому 14 лет. Просто мой внук не любит себя показывать, не дает мне себя показывать. И он уже взрослый парень, считает себя действительно такой мужичок уже взрослый. И поэтому мы всегда все сейчас с маленькой внучкой, он сам же даже, и внук мой Расул тоже всегда бегает за своей, ну как она у него получается, за двоюродной сестрой. Короче, все мы обожаем Аишку, потому что она в семье сейчас пока у нас самая маленькая, одна такая.
И поэтому всем она нравится, всем, мы все с ней отдыхаем. Даже сегодня мы сидим, и позвонила дочка и говорит: мама, она просится к бабушке. Ну, она меня тоже бабушкой не зовет, зовет мамой. Мама говорит, она говорит, что хочу к маме. И сказала, что завтра ее привезет, и ей тоже говорит, завтра повезу. И говорит, кричит: ура, завтра к маме поеду. Так что вот так вот мы отдыхаем, когда она приезжает. И сегодня Ибрагим тоже говорит: было бы здорово, а то скучно у нас. Вот так вот, не знаю. Раньше мы не любили как такового шум детей, а сейчас уже все уже выросли, все такие стали взрослые, что уже действительно хочется, чтобы был в доме малыш. Скучаем по ребенку, по Ишке. А, как я вам сказала, внучок мой уже взрослый парень. Они, когда приезжают с Ибрагимом вместе, у них только там 4 года разницы между Ибрагимом и им, они почти как ровесники. И выросли как ровесники, были вместе, все время играли, все время мы им подарки одинаковые дарили. На Новый год Дед Мороза со Снегурочкой приглашали. Вместе их водили. У них даже дни рождения 3 дня только между ними. И дни рождения их не отмечаем практически в один день вместе. То куда-то они поедут гулять, то они в кафешку пойдут вместе. Когда были маленькие, конечно, мы так же, как и за Ишкой, за ним тоже и скучали. Расул действительно был такой полненький карапуз, симпатичный. Но, правда, не очень любил к нам приезжать. Он очень любит своих родственников по отцу больше, чем нас, получается так. Все время стремится туда. Ну, вот такой он ребенок. Ну, действительно, мужичок. Вот он мужичок. Хороший мальчик, действительно, растет у нее тоже. Так что вот так вот ответила вам на вопросы. Как я говорю, показать, даже говорить о себе он не очень-то хочет. Поэтому я предпочитаю молчать о нем. Ну, когда-то он у нас здесь был, хотела его выловить. Ну, раз, думаю, не хочет, не буду показывать. Не знаю, но вот пока он не хочет, чтобы его... Хотя мои все мальчики не хотят, чтобы их показывали. Но Ибрагим нет-нет, да в кадр попадает. Вот такие вот друзья. Так, ну все, болтологией занимаюсь, уже пора и готовить. Сейчас быстренько их помою. Я знаете, что себе сделала? Воду открыла, вода вроде бы не течет. Не знаю, в тот раз она вроде бы текла у меня, как будто бы пробила ее. Но канализация, конечно, не работает. Я поставила ведро и ведро выливаю. Чем воду заносить, воду выносить. Так под краном делаю, что мне надо. Регулирую, смотрю, когда наполнится ведро. И выливаю ведро и так там мою. Потому что не хочется их заносить, эту воду, греть эту воду. Так что чуть-чуть себе облегчила свой труд. Ждала. Да, еще на вопрос я вам, по-моему, ответила уже, да? Так, и дорогие мои, все, с гусями справилась. Уже вечереет. Пора готовить быстро ужин. Я их, вот видите, помыла и положила в раковину, чтобы стекли, потом положу в морозилку. Значит, у меня мойва сегодня на ужин. Там у нас еще есть супчик. Так что я пополам сделала мойву, которую купила. Половину оставила на второй раз. А это буду сейчас готовить. Так, по-моему, чашечка маленькая, да, наверное? Или хватит, ладно. Короче, друзья, хочу посолить. Сначала ее посолю. Вот так вот. У меня тут приправа для рыбы лимонная. Она очень вкусная. Добавлю эту приправу. И перемешаю. В это время намаза. Так, друзья, ну, сделали намаз. Сейчас продолжим быстренько. Так, я хочу маме сделать на пару. Себе тоже надо было бы, но не буду делать, что-то штативы у меня шатается. Не буду делать себе на пару, пускай вредно. Я очень люблю жареную мойву, не знаю. А маме сделаю на пару, как мне моя подписчица, к сожалению, я не запомнила имя, извините меня, ради бога, посоветовала, что вот на пару, вот с такой подложкой лука, бывает очень вкусно.
Но сегодня я себе пожарю, маме просто так сделаю на пару, а в следующий раз, может быть, и себе на пару поем. Ну, не знаю. Но сегодня мне очень хочется ее поесть жареную. Так, вот так вот положила. Маме много не надо. Значит, я посыпала сюда солью и лимонные приправы для рыбы. Вот такой, куда она, вот она. Рыба для приправы лимонная, очень вкусная, если кто-то не пользовался. Так. Так. Значит, положу сюда лаврового листа. Для аромата. Несколько горошин перца. Все, и это пойдет на мантоварку. Пароварки у меня нет, я буду делать мантоварки. Вода уже кипит уже. Все. Так, тут масло я стала разогревать. И я хочу, знаете, что сделать? Пожарить отдельно мойвочку и рыбу, рыбу говорю, и пожарить просто лук, сделать одну зажарку, как будто бы из лука. Я люблю жареный лук, но с мойвой не буду его делать, а сделаю отдельно. Можно, конечно, и в духовке сделать мойву, но мне вот нравится именно в сковороде ее прижарить. Все, пока это будет жариться. Значит, так, сюда я положила муку, кулечек, и положу рыбку немножко, чтобы каждую рыбку не обваливать. Рыбка с икрой. Вот видите, удобно вот так вот. Сейчас масло раскалится. Так, и рыбка моя почти готова. Я решила сделать еще для мальчиков морковный салат. Так, в этот салат мне нужен, значит, килограмм моркови, 2 зубчика чеснока, соль, сахар, кунжутные семена, уксус и соевый соус, и растительное масло, и кориандр молотый. Все, и поехали. Сейчас будем. Вот и ужин мой готов, друзья. Так, сейчас покажу вам кукурузный хлеб. Я, правда, не люблю его резать ножом, но просто для вас порежу немножко. Мы обычно руками его разламываем. Вот. Видите, мягкий. И корочка мягкая, и это мягкое, и это мягкое. Так что сегодня Ибрагим мой доволен. Так, сейчас я наложу рыбку. Время не буду вас занимать. И покажу уже готовый результат мой. Вот, друзья, приготовила я ужин все-таки. Вот рыбка на пару. Очень вкусная, скажу вам. Действительно вкусная. Попробовала для мамы. Но все-таки мне жареная нравится больше. Пожарила вот так вот лук отдельно. Кукурузный хлеб, салат. И вот такие вот помидорчики. Вы ели из соленых помидоров, огурцов, зелени? Знаете, как вкусно? И чесночок тоже бывает очень вкусный. Ну и раз такая пляска, то и острые перчики с этих помидоров тоже вкусные. Ну вот как-то так, друзья. Сегодняшний мой влог закончится на этом.
Кто зашел ко мне сегодня в первый раз, если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, мне очень будет приятно. Мне очень приятно, что мои подписчики мне пишут. Большое вам спасибо, друзья. Ну вот, как-то так. Всех благ вам.